Почти 500 человек. Третий по счету республиканский турнир по лазертагу привлекает рекордное число участников. Все они делятся на 3 возрастные группы. Это дети до 11 лет, подростки от 12 до 17 и взрослые. Все те, кто уже перешел порог совершеннолетия. Сам турнир проходит по олимпийской системе, то есть на выбывание. Чтобы выиграть, нужно не просто поразить соперника, а захватить ключевую точку и удержать ее. При этом времени на это не так много – от 2 до 6 минут, в зависимости от этапа. Скидок на возраст нет, а правила непреложны. За любое нарушение, как в футболе, следует желтая либо красная карточка. Сквернословие. Это естественно, я думаю, что в любом виде спорта. Это физический контакт. Также нельзя закрывать, например, повязку, то есть все вещи, которые приводят к тому, что тебя нельзя поразить. Лазертаг сильно отличается от реальных боевых действий, но чувство плеча и скорость мышления развивает на ура. В соревнованиях, к слову, участвуют не только юноши, но и девушки. Так Юлия Лапунова легко может собрать и разобрать автомат, пробежать кросс, в общем, дать фору многим представителям сильного пола. И это неудивительно, ведь тренировкам она посвящает немало времени. А все для того, чтобы в будущем стать военным. Я собираюсь после 11 поступать, там тоже, чтобы поступить в Рязань, на военное училище нужно сдавать физо, то же самое, что и здесь. На этом турнире Юля представляет военно-патриотический клуб «Пересвет». Всего от Ухтинского объединения 4 команды. Однако отборочный этап преодолевает лишь одна из них. Руководители и наставники бойцов уверяют, подготовка у ребят достаточная, не хватает только опыта. Все-таки лазертаг сильно отличается от любой другой похожей деятельности. К примеру, в пейнтболе сразу видно попадание по яркому пятну на форме. Но в лазертаге нужно попасть не просто в противника, а в особый передатчик на его голове. Тем не менее, несмотря на все сложности, современная версия игры «Войнушку» все больше привлекает ребят по всей республике. Есть в Воркуте, есть в Сыктывкаре подобное, но вот в проведении республиканских турниров по лазертагу Ухта пока работает только одна. Есть городские, по крайней мере в Сыктывкаре они проводятся среди школ. Организаторы уверены, в воспитании подрастающего поколения важен не только личный пример, но и другие, не менее важные детали. Так, у одного из наставников Пересвета Максима Хлобыстова 2 детей. Дочь учится на спасателя, сын служит в ВДВ. За 5 месяцев он сделал 2 прыжка с парашютом. При этом свой путь к воинской службе он начинал с малого, но под чутким контролем отца. С самого малого детства выводить в лес, давать в руки оружие, детское, и получится воин. Пока одни на турнире заняты уничтожением врагов, другие участники посвящают все свое свободное время мастер-классу по сборке-разборке макета автомата Калашникова. Сфотографироваться с ним может любой желающий. Их, к слову, немало. Победителей турнира по уже доброй традиции ждут кубки и призы. Это грамоты, медали и сладости. Тем временем организаторы отмечают, в будущем году они планируют привлечь к действию и московских экспертов, возможно, даже и медийных личностей, с которыми подросткам будет интересно пообщаться. Пока же ведется подготовка участников ко всероссийским, а также международным турнирам. Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.